В некоторых регионах страны фиксируется значительный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых и детей. В образовательных организациях вводят карантин. В республике Коми и в Инте тоже выявлены случаи заражения гриппом. Специалисты ведут мониторинг, контролируют ситуацию по количеству обратившихся за медицинской помощью. Продолжается прививочная кампания против гриппа. Каждую осень до начала эпидсезона медики приглашают горожан на вакцинацию. Целью иммунизации является не только предупреждение распространения таких респираторных инфекций, как грипп и ОРВИ, но и снижение частоты осложнений при перенесенных заболеваниях. Продолжается прививочная кампания, несмотря на рост заболеваемости. Рост заболеваемости регистрируется не только во всей стране, но и в нашем регионе, и в нашем городе. И не только рост заболеваемости респираторными инфекциями, но и грипп уже регистрируется в республике, в том числе в нашем городе зарегистрирован первый случай гриппа. Это привезенный случай гриппа, из Сочи привезли, заболел маленький ребенок, 4-летний, не вакцинированный ни родители, ни ребенок. Ребенок в педиатрическом отделении получает лечение. Ну, что я могу сказать? Вообще в педиатрическом отделении, в инфекционном отделении госпитализируются и получают лечение от гриппа непривитые люди. Но не было у нас случаев госпитализации привитых. Привитые болеют, но болеют при этом довольно-таки легко, быстро выздоравливают, в отличие от непривитых. Мы настаиваем на вакцинации, потому что это действительно эффективный способ профилактики как самого заболевания гриппа, так и его осложнений. Вакцинация продолжается и взрослого, и детского населения. И в этом году хотим отметить, что население снизило свою активность по вакцинации. Как-то в приоритете появился ковид и его профилактика. Грипп приходит на вакцинацию, да, но активность несколько ниже, чем в прошлые годы. Поэтому боимся ждать начала эпидемического сезона, а эпидемический сезон с регистрации первого случая уже начался. И чем выше привитость населения, тем слабее будет проходить подъем заболеваемости, вспышка так называемая. Поэтому вакцинироваться еще не поздно. Пожалуйста, приходите на вакцинацию и не дайте вспышке этой развиться с такой вот интенсивностью, как это было в 2009 году, когда у нас было много смертельных случаев. Вот. А грипп, он имеет обыкновение динамичности, то есть с определенной динамичностью, с определенным периодом, с определенным интервалом вспышки появляются, возникают довольно-таки сильные. Ну и учитывая то, что грипп регистрируется уже в стране, в нашем регионе, в нашем городе, а сейчас еще только ноябрь, мы можем предполагать то, что интенсивность вспышки будет довольно-таки сильная. Чем раньше регистрируется первый случай гриппа, тем продолжительнее вспышка и тем ярче вспышка. Поэтому давайте мы с всеобщими усилиями снизим ее интенсивность и вакцинируемся. Вакцинация действительно очень эффективна, и она снижает интенсивность вспышки. По словам медиков, риск подхватить грипп у привитого гораздо ниже. А если человек все-таки заболел, то гораздо легче перенесет болезнь. Вирус обычно атакует поздней осенью и зимой, поэтому прививка должна ставиться именно в это время года. Иммунитет от прививки сохранится примерно на 12 месяцев. Возможность привиться бесплатно есть у всех желающих. Взрослые у нас прививаются в прививочном кабинете первой поликлиники. И очень многие горожане отмечают, что действительно очень удобно приходить по субботам. Мы по субботам работаем на вакцинацию. Каждую субботу с 10 до 12 кабинет работает. Мы принимаем всех желающих, даже если желающие вакцинироваться приходят после 12 и застают нас на рабочем месте, мы не отказываем никому. То есть мы работаем до последнего посетителя. Что касается детей. Дети вакцинируются у нас в детской поликлинике и в образовательных организациях, в медицинских кабинетах. Применяемая вакцина Совигрипп и Ультрикс Квадри. Есть и та, и другая вакцина. Вакцина не содержит консервант. Вакцина очень эффективная. Поэтому, пожалуйста, приходите. Иммунитет формируется, кстати, очень быстро, буквально в течение 7-10 дней.
Медики советуют не забывать о мерах профилактики. Взрослым и детям рекомендуют вести здоровый образ жизни, избегать тесных контактов с людьми, которые чихают и кашляют, пользоваться маской в местах скопления людей. При появлении первых признаков заболевания, повышении температуры тела, кашля, насморки, недомогания, необходимо обязательно обратиться к врачу. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя. Глава Республики Коми Владимир Уйба поручил организовать работу по профилактике заболеваемости в образовательных учреждениях. В частности, организовать входные фильтры в школах, детских садах и других детских учреждениях.